Но у меня руки немножко трясутся, я их пытаюсь успокоить. Что я могу сделать, чтобы успокоить тебя? Не знаю. Мне просто страшно, что я сейчас начну разговаривать, и у меня будет куча слов-паразитов. И типа это все будет фиаско, если ты будешь... Но все равно... Кстати, вот один факт, то, что когда ты говоришь о том, что у тебя есть слова-паразиты, то люди начинают их замечать. А если не обращать на это внимание, то как бы всем пофиг. Пожалуй, так. Потому что однажды я записывала голосовое подруги, и, наверное, за секунд 30 сказала типа раз 15, наверное, каждые 2 секунды. И потом пишу ей, послушай, как много раз я сказала типа. Она такая, реально, я не заметила. И как начала смеяться. Типа это твой самый главный паразит? Ну, блин, типа, вот эти 3 слова, которые можно в предложение вставить. Так, ширинка застегнута. Че, прям? Всем на ходу. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы возвращаемся к нашей слегка подзабытой рубрике «Звезды Брестского Инстаграма». И у нас в гостях прекрасная Юля Хацумей. Привет, Юля. Всем привет. Прекрасная 18-летняя Юля? Да, мне 18-летняя Юля. 18. Хорошо. Юля, ты с каких пор стала Хацумей? Года 2, наверное. А почему ты выбрала, как ты стала именно Хацумей, а не, допустим, там Сузуми там или Фукусима? Ну, это японское же. Я просто одно время что-то по Японии угорала очень сильно. Ой, поэтому ты решила что-то связанное с Японией взять? Да. Ну, не то, чтобы прямо я изучала японскую культуру, я просто смотрела, типа, цветение сакуры красиво. Вот, и подумала, что было бы неплохо найти какое-нибудь красивое слово на японском. И просто вбила в гугле красивые слова на японском языке, и там было что-то, какой-то список длинный. И вот почему именно Хацумей взяла? Потому что там перевод такой, типа... Изобретение? Да. Какая связь между Юлей и изобретением? Ну, я просто рисовала какое-то время, но сейчас тоже рисую, но крайне редко. И я подумала, что, я же создаю, изобретаю что-то. Вот, типа креатор. Все, отлично, вот так. Круто. Юля, ты малолетка или уже нет? Ну, мне кажется, что я еще ребенок, но как бы немножко постарше других. Для тебя малолетки это какой возраст? Ну, если честно, мне кажется, что люди, которые вот на год младше меня... Уже малолетки? Ну, не то, что малолетки, просто мои знакомые, которые на год младше меня, я помню их детьми, я даже была ребенком. И вот, я на примере детей со двора. Я с ними выросла, а потом мы перестали общаться, из каких-то там... Да, жизнь нас развела. Да, вот. И я сейчас смотрю, и они школу закончили уже. Я такая, ой, вы уже такие большие. Окей. Но я не понял, я хотел узнать именно, какой возраст для тебя считаются малолетки? Для тебя? Да я не знаю, малолетки, но это же не от возраста зависит. Хорошо. А старперы тогда, Юля? Ну, так получилось, что я сейчас общаюсь с людьми, которым 28 лет. Это типа старперы? Но я для тебя старпер? А сколько Или тебе молодой лет? парень? А сколько тебе лет? Ну, если я скажу, то ты тогда сможешь легко меня классифицировать по своей табличке. А вот так вот. Нет, ты как будто солидный такой. Солидный, да? Да, взрослый. Но в то же время, не прям, что взрослый, серьезный. Хорошо. Но то, что делаешь такую тему, по интервью устраиваешь, что это прикольно. Хорошо. А ты себя взрослым человеком считаешь сама? Ну, я не знаю. Ну, как будто у меня есть восприятие того, что я взрослая, восприятие самой себя, но в то же время я понимаю, что какие-то мои поступки детские. Например, какие твои поступки могут быть детскими? Ну, я обижаюсь очень легко. Ну, я не знаю, может, это в силу характера, я еще не выросла, но я реально могу из-за пустяков обидеться. Хорошо. Ну, тебе типа ответственность, вот такие дела свойственны? За свои поступки, за слова и все остальное? Ну да. Свойственно? Да. Хорошо. Ты типа иллюстратор? Ну, типа того. Типа того. Как ты начала рисовать? Да как-то с детства. У меня просто мама, я бы не сказала, что она прям рисует, но я замечала, что она, когда по телефону разговаривает, все время листочек лежит, она рисует лисы, там какие-то узорчики. Но я с самого детства наблюдала за этим, и потом как-то она, видимо, когда пыталась меня развлечь, рисовала со мной, и как-то началось. И есть что-то стоящее, созданное тобой? Нет.
Ничего, ерунда всякая. Вообще, я не рисую. Я Прям увидел тебя в инсте. фундаментально не рисую. Как бы иллюстратор мне сложно назвать, потому что у меня нет никаких выполненных работ. Прям, ну, четко, конкретных. Я могу что-то проиллюстрировать в теории, но уже готового чего-то нет. Ну, блин, я видел, там действительно нормальные работы, кайфово, все отрисовано. Ну, возможно. Ты школу в прошлом году закончила, правильно? Да. И ты... Ничего страшного. И ты типа год ничего не делала, да? Ну, как ничего не делала. А что ты делала этот год? Жила Ну да, чем занималась? для себя. Но я поработала немножко. Сейчас тоже работаю немножко. Ты сейчас решил отказаться от образования? Или ты Нет, это будешь нет, я учиться? буду поступать. Куда ты будешь поступать? Я сейчас боюсь В говорить. БГУ? Нет. Почему не в БГУ? Ну, потому что у меня специальности. Я бы с радостью осталась во ВЗГУТу, потому что БГУ, там, я знаю, что врачи учатся. Нет, не только. Ну и папа мой заканчивал БГУ. Хорошо. А у тебя типа какая-то специальность такая супер особенная? Ну, я хочу на дизайнера поступать. Дизайнера чего, Юля? Ну вот, в прошлом году я хотела поступать на иллюстратора, а сейчас думаю, может, на промышленный дизайн. Хорошо. Почему ты не идешь на экономику или куда весь народ прет? А куда сейчас весь народ прет, кстати? В мед. В мед, да? Да. Хорошо. Ты СММила? Да. Успешно? Ну, не могу себя оценить. Нормально. Ты как пришла к этой СММ-теме? Ну, я до этого вела аккаунт магазина одного год, ну и была с Валей попутно знакома. С Валей Севидовой? Да. Смотри, быть любимой в отношениях, это не всегда может быть в отношениях. Тебя может человек любить, а ты... Потом мы что-то поговорили с ней, она говорит, ну вот, приходи к нам работать. Она типа твоя подруга? Ну да. И Валя для тебя является с недавних пор? Ну да. Ну, относительно. Хорошо. Она для тебя является своего рода путеводной звездой, Юля? Ну, конечно. Серьезно? Ну да. А почему, какая ее именно часть для тебя путеводная звезда? Не знаю, мне кажется, Валя классная. Ну, в чем можно исследовать, например? Я не могу что-то одно выделить, она мне просто нравится как человек. Хорошо. Просто я давно знаю ее, и это, вот, так Ты, вот. получается, сама себе обеспечиваешь сейчас? Нет. Но был период, когда я сама себя обеспечивала, а потом он закончился, и я сейчас, ну, частично. Ну, типа, вот я смотрел, ты там в Питере была, в Праге, ты за свои деньги ездишь? Нет, в Праге я с мамой была. Ауе. Это типа как подарок на день рождения был. Вот. В Питер я сама съездила, потому что в Атамаке я работала. Хорошо. В Новосибирск я тоже сама съездила вот в январе. И вот перед Новосибирском я ушла из молока, и все, и перестала себя обеспечивать. И вернулась на родительское содержание? Ну да. А почему стыдно тебе типа за это? Ну не знаю. Я просто знаю, что я сама могу себя обеспечивать, но не делаю этого. Хорошо, но ты планируешь в будущем отказываться от родительских денег? Или Ну, конечно, да. В каком возрасте думаешь, надо с этим делом завязать? Ну, сейчас. Уже я сейчас? вот хочу поступить сейчас, уехать в другой город. Я как бы понимаю, что у меня будет учеба, супер мало времени на работу, и какая-то материальная помощь от родителей все равно будет. Но я вот хочу постараться за ближайшее время как-то выйти хотя бы не в плюс, а хотя бы просто, чтобы как-то себя обеспечивать, там, общагу оплачивать. Я понял. Вот. Как твое волнение, оно успокоилось или усилилось? Ну, вроде нормально стало. Хорошо. Все равно что-то внутри есть. Да, самое страшное впереди. Шутка. Ты популярная девочка в Инстаграме? Я бы не сказала, что прям очень. Чем ты привлекаешь тех, кого привлекла? Я знаю, что люди любят истории мои смотреть. Я правильно понимаю, что ты тот редкий случай, когда человек и красивый, и умный? Ну, я считаю себя, ну, как бы нормально внешне. Ну, и вроде поговорить со мной есть о чем. Ну, как бы не высокомерие, но я, типа, если трезво оценить Я понял, себя. да. Ну, ты красивый, можешь себя назвать девушкой? Ну, симпатично. Симпатично. В чем твоя красота состоит? Не знаю. Ты можешь свои сильные стороны назвать? Нет. А слабые?
вот эта сторона лица. Хорошо, хорошо, хорошо. У каждого же есть рабочая. Если бы А у я тебя какая сделала вот рабочая? так, камера, вот это. А почему? Типа, Ну, что я не есть, знаю. что есть в этой стороне, чего нету в той? Ну, вот я родинка вижу только что на носу, и все. Ну, просто вот так. Мое лицо по-другому выглядит, чем вот так. Да? Я не знаю. Хорошо. Но если посмотреть на мои фотографии, то там только этот ракурс. Алдара, сейчас обе стороны видно, когда ты снимаешь на крупнике? Да. Хорошо, окей, значит, там видно. Хорошо. Ты страдаешь от недостатка внимания парней? Нет. Тебе парни пишут? Ну да, но... Да. И что пишут? Привет, познакомимся. И что дальше после этого происходит? Но я не отвечаю. А почему? Зачем? Ну, они же хотят познакомиться. Ну, я пишу привет, нет. И все, Ну, что ли? я не люблю знакомиться в интернете. Почему? Ну, а зачем это? К чему? Ну, я понимаю, что единственный путь познакомиться в интернете, познакомиться это в интернете. Да? Ну, наверное, сейчас же никто не знакомится на улицах. Ну, хорошо. На самом деле знакомились пару раз, на самом деле. Окей. Ну, просто я сейчас в отношениях, и поэтому не знакомлюсь. Хорошо. Тебе вообще какие парни нравятся? Внешне или... Ну, в совокупности, конечно, ты же, наверное, не делишь, типа, давай только его внешность рассматривать, а что-то, Но что он если себя мальчик представляет. красивый, симпатичный на лицо, и с ним есть о чем поговорить, то... Нормально. Да. Допустим, я подхожу под это Ну, определение. да. Нормально? Могла бы ты, допустим, меня полюбить, если бы у тебя не было бы парня? Ну да. Могла бы. Почему нет, да? Окей, круто. Что за провокационные вопросы? Да нет, просто интересно. Расскажи немного о своем духовном мире. Что конкретно? На чем он зиждется, из чего он состоит? Богатый у тебя он или нет? Мне кажется, со мной есть о чем поговорить. Я там могу порассуждать о чем-нибудь. В Хорошо. смысле, жизни задуматься, может быть. Слушай, а ты думаешь, ты больше людей подкупаешь внешностью или нутром? Ну, к слову, внешне, мне кажется, я похожа на стерву, потому что, ну, А такое как стерва выглядит? высокомерные такие, типа. Ага. Ну, просто почти все мои знакомые, с которыми вот меня жизнь когда-то свела, думали, что я прям ЧСВшница, там, стерва и все дела. А потом начинали со мной общаться и говорили: слушай, Юль, ты совсем другая, не такая, какое впечатление производишь первое. Окей. Не знаю. Возможно, нутро, да, типа то, что внутри. Хорошо. Круто. Знаешь, я заметил, у тебя висит эта штука, называется Толи. Да. Ты знаешь, для чего она нужна? Ну, это как зеркало, отражать силы. Ты взяла ее на интервью, чтобы типа меня отражать в обратку? Нет, это просто всегда я ношу на постоянке. Хорошо, что помогает? Я как-то не замечала. Окей. У тебя фамилия Хабукшанова. Да. Почему ты туда посмотрела на Алдара? Да. Почему под ней не двигаешься? А как Хацуми себя везде позиционируешь? Это так получилось случайно. Ну, то есть я подумала, что нужно выбрать себе какой-то ник. В любом случае же должен в Инстаграме быть ник. Ну, ты могла бы там быть Юлия Хубукшанова. Но или мне что? сложная фамилия, мне кажется. Да? Да, потому что ее очень часто коверкуют. А у меня сложная фамилия? А Катя? Дашанимаев. Нет, нормально. Легче, чем Хубукшанова, да? Ну да, Так под ней можно было бы двигаться. ну конечно. Окей, хорошо. Продолжи. Ну я просто знаю, что ее часто коверкуют. Типа в больницах во всяких. Вот. Но я подумала, зачем людям жизнь усложнять? Нужно же заполниться чем-то простым, легким, который просто, ну вот сказал и все. Не вспоминая, не задумываясь. Что это за фамилия? Происхождение? Ну, я знаю, типа, откуда там мой род. Я просто с Кабанского района. Ты с Кабанского района? Ну, вообще я городская, но Ну, я дедушка понял. с Кабанска, да. По папе. Да. Вот. И он рассказывал происхождение фамилии, там, от чего она идет. Может быть, ты кратко расскажешь и здесь? Да там... Я не помню. Не помню. Мне Хорошо. стыдно очень, что я не знаю свою историю и язык бурятский. Бурятор мы такое, да? Я не говорю на бурятском, мне очень стыдно за это. А серьезно Нет. стыдно? А почему? Ну, потому что мне кажется, что бурятский, он очень красивый. И важно знать свой родной язык. Зачем? Ну, как зачем? Это же история, это же ты. Я вот... Ой, микрофон ударила. Плевать. Хорошо. Это же... Не знаю, ну я же бурятка.
Хорошо, То хорошо. есть, если бы у меня была возможность его выучить в детстве, типа в деревне какой-нибудь, я бы сейчас с удовольствием уехала и сейчас бы только на бурятском разговаривала. Ну, в смысле, с людьми, которые говорят на бурятском. Но у тебя же была возможность его в школе выучить. Вам же преподавали в бурятской школе? Ну, не на том уровне, чтобы его прям выучить и У что тебя на типа нем какая говорить. оценка была по бурятскому? Ну, 5, 5? да. Можешь какое-нибудь простое слово сказать по-бурятски? Я только здороваться умею, там, своим война и... Сколько вы лет изучали бурятский? 11, 10. За 11 лет ты научилась сама она говорить? Ну, Давай что-нибудь другое, посложнее маленько. Можешь сказать, типа, не знаю, я люблю сидеть в Инстаграме по-бурятски? нет. Я знаю, как будет люблю, там, как я будет. Ну, как будет люблю. Дурател, да? Я? Би. Сидеть? Я не знаю, как будет сидеть. Вот в этом проблема. Но я знаю, что глаголы в конце. Все правильно, Типа конечно, действия. конечно. А по-английски можешь сразу сказать? Ну, я не скажу, что я знаю английский, мне просто немножко стыдно. Хорошо. Вот. Ну, Я не лингвист. если можно было бы в тебя закачать английский или бурятский, ты какой бы закачала? Бурятский. Бурятский бы закачала? Да. Окей. Потому что английский я могу выучить, типа, уехать в любую страну, и там в этой сфере, среди людей, которые говорят на английском, типа, влиться в них, в эту сферу, и выучить. А с бурятским я так не сделаю. Окей, круто. Ну, я считаю, что знать родной язык важнее. Мы можем твои соцсети обсудить? Ну да, конечно. Сколько времени в день проводишь? Что ты посмотрел на свои кольца? У тебя там что-то с соцсетями связано? Не, просто очень много, Ну, правда. Ну, типа сколько? Ну, часов 8, наверное. 8 часов в день ты... Ну нет, может меньше. 7. Ну, 6. Хорошо. Ты довольна, сколько у тебя сейчас подписчиков? Да, мне без разницы. Вообще пофигу. Ну, у меня стабильно это число держится уже. Десятку хотела бы, 20-ку? Я хотела бы 10, чтобы ссылки можно было добавлять в историю. А 20-ку? А 20-ку, да, к чему? Ну, если людям будет интересно, они подпишутся. Хорошо. Типа, я не гонюсь за количеством. Почему, допустим, у некоторых девчонок, типа, там, не знаю, у кого у Салюны 30-ка, а у тебя меньше? Ты можешь объяснить, как СММщик? Ну, она поет. Из-за этого? Ну, просто когда у людей есть какое-то дело, чем они занимаются, чем они притягивают людей, мне кажется, многие подписаны на нее из-за того, что она поет, из-за каверов. Вот, из-за того, что она певица. Я понял тебя. Да. Хорошо. Зачем тебе Телеграм, Твиттер и Инстаграм одновременно? Я общаюсь везде. Там везде разная аудитория, да? Да нет, в Телеграме, в смысле, канал имеешь в виду? Ну да. Да я его уже не веду давно. А ты его не видишь уже? Ну, просто была мода, когда Хорошо. все завели Телеграм-каналы. Окей, Я окей. подумала, я тоже хочу. Ну, просто мне кажется, это вообще Марокко эти сторис заливать туда. Да не знаю. Не Марокко Ну, тебе? как бы для меня это не дополнительная какая-то работа. Хорошо. У тебя никакой соли нет в твоем блоге? В плане Ну, вот, типа, у Салюны соль в том, что она, типа, поет. А у тебя в чем соль? нету. Нет, хорошо. Просто, Можем парочку постов твоих каких-нибудь обсудить? конечно, конечно. Я вчера смотрел и видел пост, где ты голой принимаешь душ. В Инстаграме. Как в голову пришла идея снять себя моющейся в душе? Ну, я же не прям голая. Ну, типа, меня не видно. Ну, ты голая же была на самом Ну деле? да. Ну вот. Да я не знаю, просто. Ну, типа, с какой Получилось. целью это делается? Я ничего не преследую. Просто мне понравилась ванна. Я вот была в Питере и снимала комнату в очень большой красивой квартире. Там была красивая ванна, и был красивый свет. У меня дома такого нет, я такая, вау. Ну, я хочу что-нибудь сделать. Кто тебя снимал? Я просто поставила его. Сама себя снимала? Да. Я не мог не заметить, пока ты там мылась, татуировки на твоем теле. Да. Расскажи немножко про свои татухи. Сейчас посчитаю, сколько их. Оу. Давай начнем с той, которую я заметил там, около твоей левой груди. Да, вот тут. Что там наколото? Там 20-ка. 20. Римскими? Да. Или арабскими? Римским, 20. Ну, типа 2 два креста. икса. Ага, Да, 2 икса. Что значит? Мой выпуск в школе. Оу. Окей. Ну, это Что еще? Ты очень, видимо, лояльна к своему турецкому лицею. Хотя он сейчас не турецкий нифига, да? Да, да. Но я турецкий учила. Мгм. Даже знала его какое-то время, потом все забыла. Вот это один шаг к бурятскому. Да, они похожи. Ну да, там типа синтаксис одинаковый. Кроме 20-ки, что еще есть? Сердечко. Это типа любовь? Окей. Вот Еще. моя первая тату. Во сколько ты набил ее? 16.
в октябре 2016 года. Что еще? Сердечко, 20-ка. Молния и кружочек. Сначала был просто кружочек, потом добавилась молния, потом я вложила в нее смысл. Не поделишься? Ну, могу поделиться. Да. Это so. У So? меня просто... So. Нет, не Английское так. слово so? Нет. У меня просто есть подруга Соня. Она была в ВК София, типа София. Я понял. Имя, фамилия. Мы очень хорошо с ней дружим. И Хорошо. А тут я вижу еще какие-то колосья и люби себя. это рожь Мгм. и солнце. Это вот одна тату, вот так. Мгм. Солнце просто очень классное слово, мне кажется. Такое очень ласковое и теплое. Фонетически. Звучит красиво. Звучит красиво, значит Мгм. хорошее, приятное. Вот. Люби себя, ну это так. У тебя проблемы типа с любовью к себе? Да нет. Хорошо. На этом татушки то исчерпаны? О, Тут нифига есть... себе. а, Ты что, координаты набиты да, там? тут горы и Ты координаты. можешь тогда показать, чтобы та камера пропалила все? Можно я координаты закрою? Конечно, да. Вот. Окей, круто. А что это за На меня координаты? все сфотано, на самом деле, в Инстаграме. Координаты горы, которые я вижу из своего окна. Типа вот я жила в 18-м, и у меня окно выходило прямо на гору. О, Там, естественно, дома, я конечно, понял, я но понял. гора. Я нашла ее в Google Maps, нашла ее координаты и набила их. Вот. Ты хочешь еще забиваться дальше? А у меня еще 2 тату есть. Они на ногах типа, Вот да? тут, да, тут солнышко. Там солнышко, кто не видит. Солнце. И вот тут. Ну, а в там Инстаграме можете посмотреть. Ну, типа, тебе зачем вообще все это? Ну, просто хотелось. Твое тело красивее, думаешь, так стало? Да, вообще без разницы, мне кажется. Ништяк. У тебя часть твоего блога посвящена твоему мужчине. Случайно получилось. Ну да. Давно вы вместе? Полгода, чуть больше. Это любовь или просто игра? Да, любовь. Любовь. А чем любовь отличается от просто игры? Как ты поняла, что это любовь? А просто игра это что? Это когда не любовь. А я не умею так. Не умеешь отличать. Ну нет, я не умею не Просто любить. играть. Да, У тебя не тут любить. все серьезно. Ну да. Как выражается твоя любовь, Юля? Она выражается как-то, или ты просто в себе это чувство хранишь и не выражаешь его Нет, ну никак? конечно выражается. выражаешь? Там, затискать можно. Затискать. Что еще, кроме затискивания? Есть же какой-то, я не помню, кто сказал, Мгм. у кого-то спросили, что значит любить, Мгм. бла-бла-бла. Типа выберите один глагол, что такое. Мгм. Там, не знаю, обнимать, целовать. А он сказал хотеть касаться. М. Ну вот, мне кажется, это описание любви. Когда Когда ты хочется хочешь просто потрогать? потрогать, да, так, ну что-нибудь касаться. Я понимаю, да. Да. Хорошо. Сколько раз ты любила? Всегда. Я имею в виду любовь к парню. У тебя всегда был кто-то в твоем сердце? Ну, я всегда испытываю симпатию к кому-то, мне кажется. Хорошо. Ну, не прям любовь, но если, мне кажется, отношения завязываются, то нужно отдавать себя полностью. Я понял тебя. Ты согласна, что вы одна из самых красивых пар в Бурятии со своим мужчиной? Его зовут Лев. Привет. Не знаю, Ну, вообще вы типа симпатичная пара, мне кажется. нормально смотрим. Хорошо, окей. У тебя в блоге куча фоток с ним. Ну, так получается. Ну да. И я смотрел вчера, там есть даже видосы, где вы лижетесь. Что? Ну, вы там лижетесь. Ну, целуетесь за Целуетесь? сос. Я не знаю, как это называется. Вы говорите слово лизаться? Нет. Просто мы, типа, называли это лизаться, типа, ну... В смысле, это в историях или что? Да. Ну, возможно. Ну, типа, тебе нормально так выкладывать на... Да почему нет? Мне кажется, мне кто-то, может быть, смутился бы из-за того, что это касается вас двоих, и к тому же Ну- глубокий поцелуй, это же типа интимная такая тема, да? Вы целовались, а мы, допустим, сидели с Алдаром и смотрели, смотри, как они лижутся. Ну, такого не было, но Нет, это ну- же могло быть. Ну да, конечно. Пофигу Но вообще. я не разграничиваю, типа, свой Инстаграм и себя, как бы, ну, типа, личное и не личное. В моем Инстаграме почти вся я. Ну, то есть моя Ну, у тебя жизнь... есть вообще какое-то личное пространство, которым ты не готова делиться с остальными? Или ты готова делиться всем?
кажется, я всем делюсь. То есть ничего такого нет, что ты утаиваешь или не показываешь? Да нет. Сейчас дождемся показать. Сейчас подожди минутку еще, потому что она опять зашумит. Конечно. Да, это круто. Да что там? Нормальные люди у меня. Ну, они же не все проявляют себя. Может быть, я за тобой уже наблюдаю 2 года, и я даже и не знал. Ну, я не наблюдаю 2 года за тобой. Я вообще не знаю, кто за мной наблюдает. Ну, типа, меня бы напрягала бы, я думаю, такая тема. Ну, то есть, я думаю, допустим, если бы я с кем-то полизался бы, да, то есть, когда я увидел, что вы лежитесь, я подумал, вот если бы я с кем-то полизался, то что могло бы меня заставить снять это на видео? То есть, это надо какие-то усилия приложить, да? И потом еще загрузить. Целуемся? Можно мы будем использовать слово «целуемся»? Хорошо, целуйтесь. Лизаться какое-то очень... Ну, целоваться это типа просто, а лизаться это нет, типа... лизаться это очень грубое слово. Да? Да. Типа как трахаться? Ужасное слово, отвратительное. Вот, второе. А второе на букву Т? Да. Блин, это наша повседневная речь. Хорошо. Про что я говорил-то? Да, а что тебя за причины заставляет? Ну, это же все равно надо, типа, поставить камеру, нажать рек, потом залить все это. Да Почему не просто не поцеловаться? Ну, мы целуемся просто. Ну да, я не сомневаюсь. Ну, это, знаешь, один из 1000 типа поцелуев, которые, Я хочу понять, в этом есть показуха? Нет. Нет. Мне кажется, нет. Ну, как бы... А я же говорю, что я делюсь всей своей жизнью в Инстаграме. А для чего ты делаешь? То есть тебе что-то дает, что ты делишься со всеми остальными? Во имя чего это Да нет, я дележка? просто привыкла как-то к этому. А как ты, допустим, выбираешь моменты, которыми ты будешь делиться, которыми ты не будешь? Ты же не все... То есть ты не выкладываешь, допустим, когда ты сидишь там на унитазе, например? Ну нет, это же очевидно. Ну да. Вот понимаю, это очевидно, но для кого-то может быть также очевидно, что целоваться это примерно типа того же, что сидеть на унитазе. Ну, возможно. Но такие люди, наверное, не подписаны на меня. Хорошо. Типа, если им неприятно на это смотреть, если они думают, что я делаю что-то неправильно, да нет, они, конечно, могут просто отписаться и не смотреть. Ну, как бы их выбор. Вы преображаете жизнь друг друга? Нет, это, наверное, раз вас здесь нет, ты преображаешь его жизнь? Ну да, наверное. Каким образом, Юля? Ну да, но я же не могу это оценивать, не читая его мысли, не знаю, что он думает. Окей. Но мне кажется, все равно какие-то положительные эмоции он испытывает, находясь рядом со мной. Пожалуй, да. А у вас есть опыт сожительствования? Ну вот, мы вместе живем сейчас. И что, как это? Клево? Да, классно. А что клевого? Да просто классно быть вместе всегда. Круто. Возможно, поэтому половина моего блога посвящена ему, потому что я одна нахожусь очень маленькое количество времени. Если вы расстанетесь, ты выпилишь эту часть блога? Ну, я это не удаляла, когда у меня были предыдущие отношения. Но потом, может быть, когда у меня будут новые отношения, надеюсь, их не будет. Типа, надеюсь, мы не расстанемся. Если мне скажут, удали, я удалю. А почему, зачем удалять? Это же типа твое прошлое. Ну, прошлое, оно прошлое, но когда есть какое-то напоминание об этом, наверное, это неприятно. Тебе или тому другому? Ну, моему будущему парню, которого, надеюсь, не будет. Хорошо. Типа ты сейчас думаешь, что это у вас надолго? Ты хотела бы в это верить? Да. Ты, допустим, в ближайшие лет 15-20 готова провести с одним человеком? С Львом конкретно? Ну да, конечно. Вообще в легкую? Ну да, могу там всю жизнь, например. Всю жизнь готова провести? Да. Хорошо. Сразу поняла это после знакомства или спустя время? Ну, мы знакомы давно, с 15-го года. Да, много воды утекло с тех пор. У тебя на Аске еще есть страница. Там целая кладезь инфы, Юля. Лев сегодня спросил, типа, а тебя тоже про вас будут спрашивать? Я такая, надеюсь, нет. Нет, ты ошиблась. Для чего завела эту страничку? Ну, меня раньше был «Спрашивай», когда там, в я помню, 2011 году, когда тоже у всех было модно. Хорошо. Можно я буду несколько вопросов процитирую, которые лично мне показались интересными? Короче, у тебя спрашивают, ты когда-нибудь в себя парней влюбляла, и ты пишешь «всегда»? Можешь поделиться секретом, как именно ты можешь влюбить в себя человека? Просто общаться. Ну, это же все ответы, большинство, в шуточной форме. Ну, я понимаю, что они не совсем серьезные. Всегда.
Окей. Тебя спрашивают, типа, ты оцениваешь людей по одежде? Ты говоришь, по одежде нет, но по внешности да. Ну да. Реально ты по внешности оцениваешь людей? Ну да, мне кажется, все люди оценивают других людей по Я не внешности. спорю. Как ты, допустим, меня оценила бы по моей внешности? Ну, Окей, хорошо. Надеюсь, это не толстая лесть. нет, нормально. Типа, да. Хорошо. Ты правда ненавидишь феминисток? Радикальных. А радикальные это какие? Ну, которые как-то очень однобоко все выставляют. Ну, типа как? Ты можешь привести феминистка радикальная, это которая думает так-то, так-то, и делает так-то, так-то. Ну, просто у меня есть какое-то отторжение к этому. То есть когда они про какую-то лексику начинают говорить, Типа эйблистскую, что-то такое. артистка. Феминитивы, это отдельная тема. Ну, Да, ты можешь услышать, если тебе наболело. докторка, Докторка. там, не знаю, Бесит тебя докторка. блогерка. А почему ты думаешь, что, допустим, артистка это... Артистка тебя бесит слово? Да. Ну, в смысле, артистка как... Ну, как феминитив. В смысле, от слова артист или от слова, типа, как арт, рисовать? От слова артист, как мужская, как женская форма слова артист. Ну, она же уже в обиходе, мне кажется. Или студентка. Накаляет? Ну, как бы... То есть в чем разница между докторкой и студенткой? Ну, есть... Типа то просто... разумные какие-то, я не знаю. Я не могу это объяснить, просто во мне есть это чувство. Да не может, типа просто докторку редко говорят, поэтому оно тебя бесит, Да, а студентку часто вот, говорят, поэтому оно не так бесит. Ну, студентка это приевшаяся и Ну и привычная. доктор также приезд. Ну, Как акушерка, например. Ну, я не знаю, к примеру. сложно это объяснить. Хорошо. наверное. А бодипозитив или? Ну, мне кажется, бодипозитив сейчас выставляют не таким, какой он есть, о чем он есть на самом деле. Типа бодипозитив это сейчас, как многие думают, это то, что если ты, например, выглядишь не так, как хотят другие, ну, то есть какой-то вес лишний, лишний. Я понял, типа я жирный, это прекрасно. Да. Есть прям очевидно жирные люди. Ну да, есть, которые просто запустили себя. Да, и они не ухаживают за собой и так далее. Но если им комфортно выглядеть так, пусть они выглядят так. Но мне кажется, бодипозитив это о том, что, например, если у тебя есть какие-то явные шрамы, много веснушек, не знаю, родимые пятна, вещи, из-за которых ты комплексуешь, но которые ты не исправишь. Типа, я вот такой родилась. У меня вот волосы на руках, кстати. Да, ну, мне кажется, нормально все. Вот, а я раньше комплексовала очень сильно, а потом подумала, ну, я вообще же как бы ничего не решала. Я просто такой родилась, и ничего с этим не могу сделать. И поэтому ты нормально сейчас к волосам относишься? Ну да. Слушай, а если бы у тебя усики росли бы? Есть же девушки с усиками, видела? Да что? Ну, ты приняла бы себя бы или бы боролась бы с этим? Нет. А почему на руках, типа, можно принять, а вот такие эти усики нельзя принять? Просто я все время думаю про этих девчонок, и у меня довольно смешанные чувства. Ну, согласись, что это... Что ты смеешься? Ну, просто они у меня есть. У тебя усики есть? Да. А серьезно, что ли? Ну, ты так не увидишь, наверное, потому что их Тут нету освещение сейчас. еще не надо... А ты их сбрила? Нет, я типа их удаляю. Ну, я раньше очень комплексовала. Почему тебе твои усики... Зачем их удалять? А ты давно начала их удалять? Ну да. Ну, типа, там с 12? Ну, вот типа того. Ну, чуть постарше. Типа, сейчас их не будешь удалять, они опять вырастут. Ну да. Что, прям усы, что ли? Ну нет, не прям так, чтобы... Пушок просто. Ну да. И в чем проблема с этим пушком, ты думаешь? Ну, не знаю, это не эстетично. А под мышками волосы? Я это, да. Бреешь? Да, Типа, тоже не эстетично? да. Ну, мне некомфортно так. Типа, пахнет, что ли, сильнее? Нет. А в чем? Типа я вообще не пахну. Ты вообще не пахнешь? Так получилось. Хорошо. Ну да, Ну, многие не факт пахнут. такой, да. Интересно. Насчет усиков было интересно узнать. Теперь все будут знать. Ну да, ну, блин, мне кажется, это просто многие девчонок пришли, ничего теперь с этим делать. Круто. Продолжаем тему с Аском. Секс обязан быть в отношениях? Ты говоришь, ну если вам не 14 лет, то да. Ну, да. А зачем, допустим, секс нужен в 16 или 18 лет?
Ну, просто как часть отношений. Типа это же тоже близость, контакт. С какого времени секс можно делать? Ну, как комфортно, как почувствуешь. Типа что, ок. Секс без любви — это нормально? Ну да, Нормально? да. Почему нет? Типа, если кому-то комфортно этим заниматься, то пусть Кайфово. это делают, да. Хорошо. Ну, есть же одинокие люди, которые не хотят отношений, но Не готовы отказаться от секса? да. Да, есть такие, И конечно. классно, что есть другие люди, которые их поддерживают. Да, И то, что они сходятся и просто доставляют друг другу да, приятное происходит время. типа на одну ночь, все. Окей. Я правильно понимаю, что ты уже знакома с алкогольными напитками и табачными изделиями? Ну да. Ты пьешь и куришь? Нет. Ну, то есть я не курю на постоянной основе. Ты по пьяни куришь? Так, типа. Когда выпьешь? Кто-нибудь стоит. А для чего выпиваешь? Да я на самом деле не часто пью. Просто Просто, когда обычно в компании подойдешь там куда-нибудь. До пьяна напиваешься? Нет. До какой кондиции? Ну, я максимум могу выпить 0,5 пива. Кружку пива. А куришь как много? Это уже редко. А для чего куришь, Иля? Не знаю, для чего люди курят. Да, не знаю, не могу объяснить. Просто как-то... У тебя мама, папа знают, что ты этим Нет. делом промышляешь? Уже знают. Хорошо. Ну, ты типа хочешь с этим завязать или все нормально? Для тебя с этим проблем нет? Да у меня зависимости. Пофигу. Так же и будешь потихоньку покуривать, где и все. Да, я курю там раз в месяц. Окей. А когда первый раз выпила? В конце 7 класса. Это Я типа попробовала. лет 14. Да. Ну и потом же периодически случалось. Ну, тоже редко. Как бухло покупать, когда тебе 18 нету? Я не знаю, никогда не А ты не покупала покупала? сама себе. Окей, хорошо. А как относишься, допустим, к потреблению наши? Это, Ну да. в смысле, это наркотики, трава. Который курит, ага? Не знаю. Не У пробовала? меня нет опыта такого. Такого нет опыта? Нет. Ясно. Твоего возраста люди курят? Но мои... Исходя из тех кругов, в которых ты общаешься. Ну, мне кажется, да. Курят? Возможно. Ну, нет такого прям Ну, обсуждения у вас в школе типа явного. курили? В школе нет. В школе не курили. Я там видел 3 вопросика, на которые ты отвечала, и у тебя типа спрашивают, ты, Аня, ты заходишь в страницу своих подписчиков, ты говоришь, какая Аня нахуй. Потом еще, что в твоем виш-листе на следующий год? Не проебаться. И еще один вопрос. Сережа встречается с Вероникой? Бля, нет. А почему ты смеешься? Это потому что маты. А что Типа смешного? они... Ты материшься? Ну, говорю, да, бывает. Я не очень люблю материться. А что тебя, почему ты материшься, если не любишь? А, То есть ты же, допустим, здесь могла бы без матов написать, но все-таки предпочла. Нет, вот если почитать Маэск, там, короче, есть периоды, когда, ну, прям очень тупые вопросы задают, и я отвечаю, ну, типа, с матами, очень агрессивно. Но в то же время это несерьезно, типа, такая ха-ха. Ну, Я понял. вот. Но если что-то спрашивают серьезно, я отвечаю нормально. Хорошо. так. А в обычной жизни когда материшься? Но если ударюсь. Какое слово скажешь? Я не хочу здесь материться. Без проблем. Я просто не люблю материться в общественных местах, типа в историях стараюсь, в интернете, в Инстаграме Хорошо. конкретно. Или ты хорошая дочь, или плохая? Обычная. Твои Я просто родители дочь. гордятся тобой? Ну, я ничего не сделаю такого, чтобы нагордиться, мне кажется. То есть не гордятся? Ну, наверное, гордятся по-своему, потому что, ну, Типа за счет чего? то, что я их дочь. Просто, что я у них есть. Но мне кажется, все родители гордятся своими детьми, даже если они ничего не сделали. А ты гордишься своими родителями? Но они классные у меня, А гордость есть? да. За что? У меня мама... Мне очень классно от того, что они меня воспитали нормально. Но мне кажется, что я нормально воспитана. Вот. Типа, а как ненормально было бы, Юля? Ну, если Ну, то, бы... типа, ты куришь, пьешь, материшься. Ну, это же все делают. На камеру целуешься. Ну, это же все делают. Типа, мне кажется, в этом нет ничего порочного. А есть, ну, люди, которые... ну, типа, гопники. Гопота. Да, я не очень люблю таких людей. И я просто вижу иногда, как девушки, ну, там ходят, Гопессы, типа? да, плюются, матерятся в центре, какие-то разборки устраивают. Мне это неприятно. Какие разборки еще? Ну, просто Типа, девушки же... у вас тоже стрелки есть? Не, у нас нету. Я это...
А вообще у девчонок сейчас современных есть стрелки? Я имею в виду, типа, 16-20 лет. Возможно, есть, но я в этих кругах не верчусь. Окей, хорошо. Ты патриотка России? Ну, я нейтрально к этому отношусь. К слову, о том, гордятся ли родители мной. Мне кажется, родители гордятся моим братом больше. Младшим. Так, и что есть в твоем брате, чего нет в тебе? Да, он просто шахматист, и вот он недавно выиграл. Да, его зовут Ардем. Да, вот. Я типа думаю, ну чего ты добился, к чему ты пришел? Да, конечно. Он у меня еще круто. впереди, все. Окей. Мы про патриотку России говорили. Да. Не знаю, нейтрально. Пофигу. Ну, меня не устраивают некоторые моменты. Что тебя не устраивает? Да вот недавно, 9 мая даже был. Я очень раньше любила этот день, типа День свободы и все такое, чисто небо над головой. Но все равно как-то, не знаю, из Дня свободы, грубо говоря, все превратилось в какой-то цирк, что-то такое. Люди просто пытаются заработать на этом. Я считаю, что это неправильно. Что для тебя элементом цирка является? Что ты именно имеешь в виду? Ну, тот же разгон облаков в Москве. Блин, облака всегда гоняли, даже когда там было... Да, ну, типа на День города, на 9 мая. А зачем? Когда, знаешь, сейчас в последние годы популярно стало шествие с плакатами. Какие плакаты? Своих родственников. В смысле этот? Бессмертный полк? Да. Это цирк? В этом есть элемент цирка? Ну, для людей, которые там идут, им, наверное, они чтят своих предков и гордятся ими. То есть им, наверное, нормально. То есть я никогда не принимала участие в этом. Почему? Да не знаю, как-то это. И не собираешься, правильно я понимаю? Да нет. Хорошо. Тебе же 18, типа? Ты на выборы теперь можешь ходить? Но я недавно осознала, что когда я впервые пойду на выборы, мне будет 24. Да. Ну, я такая, это очень странно. А сейчас бы ты за кого проголосовала бы? Сейчас бы ты за Путина проголосовала бы? Нет. Почему не поддержала бы его? Ну, я считаю, что люди не должны так долго сидеть у власти. Типа должна быть какая-то смена. Хорошо. Или ты принадлежишь к какому-то религиозному культу или конфессии? Ну, не прям принадлежу, но я бурятка, типа буддизм, все дела. Буддизм, ты типа молишься? В чем выражается, что буддизм следовал? Ну, не то, чтобы я молюсь, типа я в Дацан езжу. Мне То нравится. есть ты сама туда целенаправленно ездишь, или тебя родители типа берут? Я езжу в Дацан на Лысой горе, типа не к Ламе, а просто погулять, потому что мне там нравится, и атмосфера там хорошая. А мы раньше с родителями ездили каждый год к Ламе на Верхнюю Березовку. Вот, а в этом году не съездили, но мне как-то грустно было. О, ничего себе. Я люблю это, но как бы... Я бы не сказала, что я прямо самая верующая, но я уважаю буддизм. Хорошо. Вот. Окей. Пару вопросов еще буквально. Да, конечно. Твиттер или Инста? Инстаграм. Любовь или популярность? Любовь. Быть красивой или быть умной? Красивый. Блин, это круто. Самый красивый бурят? Бурят. Клево. А самый красивый не бурят? Это в масштабах Бурятии? В масштабах планеты. Джейден Смит. Самая талантливая бурятка? Не знаю. Пытаюсь вспомнить всех буряток. Пожалуйста, тебя У меня сильно. в голове нет. Мне надо было подготовиться, да? Да нет, мы типа Вспомнить можем всех вырезать, буряток. если ты будешь слишком уж долго тупить. Бурятка. Ладно, у тебя, видимо, не очень с этими бурятками дела обстоят. Лучшее место в Аланке? Дацан. Самое стрёмное место в Аланке?
стрёмные? Да я не знаю, нет таких, я люблю ланды. Хорошо. Любое действие, которое доставляет тебе удовольствие больше, чем поцелуй. Рисование. У тебя есть цель в жизни? Ну да. В чем она стоит? Ну, какого-то успеха достичь для себя. А что делает тебя счастливой? Все. А что делает тебя несчастной? Все. Круто.